Обзирашем хактерскую юзша, хайзера зеску фидервет хапхей, чтоб турист сезон, и хамо проблема ква, джерай хамо зарайх зараква, харлот фавиот обрезан хайзе. В Республике Абхазия функционирует 683 средств размещения вместимостью 36 591 койко-место. Это данные за 2021 год. По сравнению с 2019 годом количество средств размещения увеличилось на 60%, количество койко-мест на 44%. Такой прирост связан с тем, что в сезоне 2021 года велась совместная работа с Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия по пересчету коечного фонда. По данным Ассоциации туроператоров России, Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Этот год оказался в плане количества посетивших Абхазию рекордным. Курортный сезон в Абхазии начинается в мае и заканчивается в конце октября. При этом стоимость отдыха заметно отличается по месяцам. Июль и август – пик купального сезона, поэтому цены проживания выше, чем в июне и в бархатный сезон. Примерная стоимость на одного человека при двухместном размещении в отеле в системе «Все включено» на 7 ночей в июне составляет от 15 до 30 тысяч рублей, в июле-августе от 30 до 50 тысяч рублей, в бархатный сезон от 25 тысяч. Если система «Все включено» не является обязательным условием для отдыха, цены будут ниже. Стоимость проживания в частном секторе начинается от 1000 рублей за номер в сутки. Однокомнатную квартиру можно снять за 1000 рублей, двухкомнатная будет стоить 1500 рублей. Стоимость жилья зависит от условий близости к морю и сезону. В высокий сезон предложения стоят значительно дороже. Возможно подорожание отдыха летом 2022 года. Это связано с последними событиями в мировой экономике. Санкции против России со стороны западных стран и Евросоюза не могут пройти мимо республики, так как она находится в рублевой зоне. И большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц, доставляется из Российской Федерации. По анализу, проведенному среди наших туроператоров, в среднем цены могут подняться от 20 до 30%, в зависимости от цен на рынках. Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах. Наблюдается также увеличение цен в экскурсионной сфере, в частности, на брендовых объектах турпоказа. Так, с 1 мая текущего года стоимость входного билета в КПП РИСа поднялась на 100%, на Афонский комплекс, на Афонскую пещеру на 40%. Данная мера позволит решить вопрос по проведению ряда ремонтных работ в административных помещениях комплекса, ровно как и завершение уже начатых. Также ремонта железнодорожного полотна, комплексный ремонт или полная замена центрального распределительной подстанции, которая была запущена в 1973 году. РУП ПК Пицунда. Проведены различные подготовительные и строительные работы объекта. В корпусе АПСИН начаты и завершены работы по реконструкции 3 этажей в 2021 году. В 2022 году ожидается полная реконструкция 10 оставшихся этажей. Завершение данных работ ожидается буквально в ближайшие дни. Данные восстановительные работы проводятся за счет предварительных оплат туроператоров. Организована ежедневная работа по благоустройству уборки территории всего комплекса. На набережной курорта проведены работы по демонтажу всех торговых точек, по строительству 43 павильонов для дальнейшей организации торговой зоны, а также ведутся частичные работы по ремонту корпусов Амзара и Маяк, которые нуждаются в полной реконструкции. В связи с ростом сегмента потребителей туристических услуг возрос спрос и на качественный отдых, комфорт, разнообразие услуг и досуга.
во время отдыха. Эта тенденция имеет место и с вводом более высокого качества объектов. К началу курортного сезона открываются ряд таких новых объектов. Отель «Апсны» в курортном поселке Бамбора на 200 номеров. Пансионат «Нарт» на 268 номеров. Отель «Гранд Отель Сухум», обновленный дом отдыха «Золотые пески», город Пицунда, бывший Кудры. Отель «Апсилия» в городе Сухум. Парк-отель «Скайтера» в Новом Афоне, бывший отель у монастыря. Это все оказывает положительное влияние на развитие курортной сферы республики и, в общем, обеспечивает стабильный спрос на отдых. Особо хочется отметить открытие больнолечебного комплекса «Амра» в городе Гагра. Сероводородный источник на 42 ванны с услугами душа Шарко, гидромассажем, грязелечением, одним словом, весь спектр больнолечебного лечения. Комплекс запущен на данный момент на 30%. В советское время летом данный комплекс посещало 1500 человек, в зимний 800 человек. После полной реконструкции прогнозируется увеличение посещаемости, так как в советском прошлом данный комплекс работал до 16:00 с 2 выходными в неделю, а в настоящее время комплекс работает до 19:00 каждый день. В соответствии с планом мероприятий Министерства туризма за 2021 год были проведены определенные мероприятия, направленные на продвижение национального туристического продукта, а также популяризацию наших курортов за пределами республики. За 2021 год Министерством было оказано содействие в съемках развлекательного информационного контента 3 группам блогеров, чей контент в дальнейшем был распространен через систему YouTube. Также провели ряд рекламных туров. В рамках рабочей поездки в Москву был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Также Министерство приняло участие в заседании Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В ходе заседания была отмечена необходимость возобновления морского туристического сообщения Сухум, Сочи, Геленджик, Крым. Впервые за долгие годы был запущен туристический теплоход «Грифон» из Сочи в Сухум. Одним из основных драйверов развития туристического потока являются событийные мероприятия. Несмотря на все преграды и сложности, связанные с началом спецоперации на Украине и отсутствие многих европейских стран, все-таки состоялось такое важное событие в сфере туризма, как Международная туристическая выставка МИД 2022 года. Сотрудники нашего ведомства проводят мониторинг основных туристических маршрутов, осуществляют выездные проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру министерства, а также в соответствии с лицензированными требованиями и условиями, предъявляемых туроператорской деятельностью. В этом году круглосуточно работает горячая линия, по которой любой желающий может получить необходимые сведения относительно отдыха в Абхазии. Министерством в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Республику Абхазия, было выявлено несколько сайтов. 1 апреля 2022 года ведутся аттестация экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия. Парламентом Республики Абхазия в нынешнем году внесены изменения в закон Республики Абхазия о туристической деятельности и в Кодекс Республики Абхазия об административных нарушениях в целях совершенствования правового регулирования экскурсионной деятельности. Главная цель закона – это борьба с нелегальными гидами, которые проводят экскурсии на территории Абхазии, искажают нашу историю, обычаи народа, рассказывая мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете и тем самым подрывают имидж всего государства.
Закон закрепил на законодательном уровне требования наличия гражданства своей страны для экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму, а также специального образования для осуществления данной деятельности на территории республики, что позволит исключить ситуации непрофессионализма, некомпетентности предоставления соответствующих услуг. Во исполнение туристического законодательства Министерство туризма Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия будут осуществлять плановые контрольные мероприятия по выявлению правонарушителей в сфере оказания услуг экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов по туризму. Несмотря на положительную тенденцию, существует ряд основных проблем, ограничивающих эффективное развитие туристической сферы. Прежде всего, хочется отметить проблему учета количества туристов. Одной из актуальных, важных проблем является количество туристов, посещающих нашу республику. Пограничные службы не ведут данную статистику. Официальные данные по количеству пересекших границу лиц Министерство туризма Республики Абхазия предоставляют на основании официального письма погранслужбы Республики Абхазия, которая запрашивает данные сведения у своих российских коллег. В предоставляемых сведениях нет разделения на лиц по целям посещения, учитывается только общее количество пересекающих государственную границу лиц в обе стороны. Хочется привести пример, который произошел совсем недавно. На встрече в Государственной Думе Российской Федерации абхазская делегация встречалась со своими российскими коллегами. В ходе дискуссии было сказано о большом потоке туристов в Абхазию, более 5 миллионов человек, которые пересекли границу, и увеличение туристического потока в 2022 году до 7,5 миллионов человек. Ну, во-первых, это физически невозможно на данном этапе развития нашей страны. Нашу страну посетило не более 1,5 миллиона человек в 2021 году. Большая часть из этой цифры – это экскурсанты одного дня. К сожалению, аналогичная ситуация происходит в средствах размещения. В целях сбора единообразной статистической информации в туристической сфере, предоставляемой разными государственными ведомствами, по поручению главы государства Республики Абхазия, Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия совместно с Министерством туризма осуществляют выездные проверки для выявления количества койко-мест в коллективных средствах размещения, которые продолжаются в настоящее время и затягиваются в связи с необходимостью обработки запрашиваемой информации. Министерство туризма Республики Абхазия осуществляет заполнение паспорта каждого объекта размещения, в котором отражены основные сведения, показатели их деятельности. Планируется создать картотеку объектов в печатном и, соответственно, в электронном виде. Наши пляжи. Предстоит еще немало сделать, чтобы наши пляжи стали безопасными во всех отношениях. На сегодняшний день практически отсутствуют спасательные станции, без которых в советское время не функционировал ни один пляж. К сожалению, это относится ко всем районам республики. И, к сожалению, ни одно лето не обходится без трагических происшествий, что нередко связано с купанием в нетрезвом состоянии. Необходимы активные действия со стороны администрации городов и районов на изменение данного положения дел. Необходимо упорядочить деятельность по использованию в качестве объектов турпоказа диких животных и местах скопления туристов. Эта проблема особо актуальна на экскурсионных маршрутах, таких как озеро Рица и Новый Афон, в местах скопления людей. Для упорядочения такого рода деятельности необходимо создавать контактные зоопарки. Также хочется отметить высокие цены на продукты. Цены в республике на продукты питания на рынках во многом зависят от туристического сезона. В пик сезона, ввиду большого спроса, средняя цена на продукты увеличивается. Это отражается на повышении цен в ресторанах и кафе, а также на услуги питания, предоставляемых в самих отелях. Самые высокие цены на рынках города Гагра
и города Пицунда. Наша сельхозпродукция на рынке представлена в очень маленьких объемах и не в состоянии обеспечить продукцию большой поток приезжающих людей. Необходимо развивать аграрный сектор, производство продуктов, овощеводство, животноводство и так далее. Актуально развитие сельского туризма как одного из видов активного отдыха. Это в будущем окажет положительное влияние на развитие сел Абхазии и поднятие их на новый уровень востребованности на рынке туристических услуг. Также, к сожалению, к слабым сторонам можно отнести ярко выраженная сезонность туризма, устаревшая материально-техническая база коллективных средств размещения, сервис в гостиницах в низком уровне, а также несоответствие услуг транспортных компаний качеству предоставляемых услуг, недостаток квалифицированных специалистов и профессионально подготовленного обслуживающего персонала, непривлекательная туристическая атмосфера, неухоженность городов, отсутствие объектов развлечения, навигации для туристов и так далее. К сожалению, мы не смогли сохранить в надлежащем виде наши города. Особенно это относится к городу Сухум и городу Гагра. Потенциал районов неравномерно используется. Нам нужно создавать туристические кластеры. Не всегда доброжелательное отношение к туристам тоже является негативным фактором. Наряду со слабыми сторонами нельзя не отметить и сильные наши стороны. Выгодное географическое положение, наличие уникальных и разнообразных природно-ландшафтных условий и ресурсов позволяет развивать практически все виды туризма: пляжный, рекреационный, культурно-познавательный, деловой, медицинский, экологический, сельский туризм, морские круизы и так далее. Формирование положительного имиджа страны и увеличение туристического потока за счет расширения видов туризма. Создание благоприятного инвестиционного климата. Туристические маршруты, объекты размещения, безопасность наших туристов, безопасность, связанная с обеспечением их питанием, борьба с контрафактом, борьба с тем, чтобы люди не тонули. Вот вы в своем докладе сказали о том, что у нас нет станций, спасательных станций. В информации министра немножко другая история, нет? Как это у нас нет спасательных станций? А те отели, которые работают, разве за ними пляжи не закреплены? Разве в штате отелей не должны быть спасатели? Безусловно. Разве у них не должно быть спасательных средств, людей, которые несут ответственность за это? Просто мне интересно знать, что у нас там происходит в этом Аслан вопросе. Георгиевич, Да. в средствах на пляжах, которые прилегают к местам размещения, гостиницы и отели, конечно, есть спасатель. Речь шла о муниципальных городских пляжах. На данный момент, по нашей информации, ни на одном городском пляже в Республике Абхазия не работают спасательные станции. Это не вина МЧС, это полностью зона ответственности глав администрации городов и районов. Тимур Владимирович, у меня вот такой вопрос к вам. Сколько денег было инвестировано в отрасль в 2021 году? Какой объем инвестиций прошел в отрасль и сколько рабочих мест создано в отрасли? На данный момент мне сложно ответить, потому что инвестиции у нас считаются тяжело. Как я считаются? цифру не могу назвать. Но вы же сказали о том, что в Гагре, значит, вводится новый объект, там 200 с чем-то мест. Да. А если мне не изменяет память, вы сказали о том, что в Бамборе новый Да. объект. Вот сколько у нас новых объектов, количество койко-мест, какое количество людей там будет работать. Это же элементарные вещи, которые мы должны знать, это же ваша отрасль. Как это так? Инвестиции плохо считаются в отчетности, в строительных работах, в проектах, которые утверждаются, эти суммы должны быть. Вот найдете время,
Вам это будет интересно и полезно. Там, где строятся все объекты, объедете, договоритесь с главами и вот себе возьмете на пометку. Вы в своем докладе сказали о том, что с 2019 года по 2022 год количество койко-мест увеличилось на 60%. Ну, так же невозможно, такого же не бывает, чтобы за 2 года увеличилось на 60%. Это благодаря пересчету. Что, То есть что? они существовали... Они и не до. могли увеличиться благодаря пересчету. Благодаря пересчету эти сокрытия могли быть выявлены. Мне так кажется. Но это термин налоговой службы, я не могу себе позволить. Значит, знаете что, коллеги? Вы давайте смежные термины осваивайте, ладно? Чтобы мы говорили на одном языке. Может кто-то пояснить, какие 60%, о чем идет речь? Поясните. Было дано поручение Министерству туризма, лично министру, вместе с налоговой службой проверить реальность учета объектов отдыха. И как докладывает сегодня министр по туризму, фактически было укрыто от учета 44% койко-мест. Поэтому в наших статистических книжках, толстых и красивых, и в ряде программ искаженные цифры. В том числе эти искаженные цифры переходят и в отчеты, и в доклады, и в информации, и в интервью, и во многое другое. В этот период у нас УБЭПа не было в МВД, правильно? УБЭП был, и в этой работе УБЭП тоже принимал Я участие. имею в виду, до того, как выявили, УБЭПа не было в стране, правильно? Это вот создали УБЭП, и началась работа, и 44%, значит, койко-мест мы сумели выявить. Это большая беда. И поэтому на самых высоких и средних и других форумах выкладываются данные, которые совершенно не соответствуют действительности. От 5 миллионов туристов, там, ну и так далее. Реальность на самом деле другая. Но это, значит, вещи такого внешнего пользования. Для нас очень важно, крайне важно в наших условиях, чтобы каждый объект отдыха был учтен и каждое койко-место было учтено, чего, к сожалению, пока нет. Это, безусловно, должно быть сделано. Слушайте, государственный аппарат достаточно многочисленный. Министерства и ведомства, скажем так, должны охватить всю территорию. Если добросовестно работать, такой картины быть не должно. Хорошо, что в 2021 году эти вещи были выявлены. И я полагаю, что существенный прирост поступлений в виде налогов имеет место быть. Потом вы будете выступать, министр, наверное, скажете. Вот эту работу, для того, чтобы не повторить ошибки, которые были до 2019 года, Тимур, вот то, что строят сегодня, где строят, все стройки контролируют, о стройках знают главы территорий. Так не бывает, чтобы они об этом не знали. Мы как-то на эту тему говорили. Тогда речь шла о сельском хозяйстве, какие инвестиции в район. Примерно такой же ответ дали руководители районов. Я сейчас такой вопрос им задавать не буду, потому что знаю, что сейчас ситуация они уже владеют. Правильные выводы они сделали, и там до любой копейки то, что инвестируется в район, конечно же, они должны знать и знают. Поэтому в течение месяца все обойдете, возьмете все на учет. О развитии сельского туризма, так это вы, по-моему, назвали, да? Очень востребованная история у наших соседей в Сочи. Небольшие симпатичные фермы, в котором в красивых достаточно условиях содержат коз, барашек, чистенько так. 10-15 человек работающих и едут туда по записи. Козы все пронумерованы, аккуратные, симпатичные, и люди на этом зарабатывают деньги. У нас ни одного такого объекта нет, насколько я знаю. Это небольшие деньги, на это обратить надо внимание. Еще один вопрос, который я хотел бы задать. Сколько в стране за прошлый год или в этом году будет организовано кемпингов, автокемпингов? Это же небольшие вложения. Есть у нас примеры, хоть какие-нибудь? Сейчас это будет иметь развитие. Это направление у нас как-нибудь развивается?
На данный момент есть два проекта, но они... Реализованный проект есть хоть какой-то, который будет работать в этом году? На данный момент такого объекта нет. Плохо. Плохо. Это плохо адресовано вам и руководителям территории. Это плохо. Это то, что мы могли бы себе позволить, если бы на эту проблему обратили внимание. Это небольшие деньги. Это вот режим, лайт-режим в работе. Не спросят, может и не придется отвечать. Почему это не сделано? 2 миллиона пусть обойдется одна площадка. Несколько площадок сделать в стране. Посмотрим, что из этого выйдет. С 1 июня весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы, а некоторые подразделения переведены на режим 50/50. Сотрудниками милиции, находящихся в отпусках, сотрудники были отозваны. В горрайорганах проведены строевые смотры для обеспечения должного внешнего вида сотрудников милиции. Анализ криминогенной ситуации прошлых лет показал, что с мая по сентябрь включительно в предыдущем году количество зарегистрированных преступлений против отдыхающих составило 50 фактов, из которых 46 фактов, то есть 92%, приходились на 3 района – Гагарский, Гудаутский и город Сухум. Сколько процентов? 92. Мы, безусловно, допускаем, что не все преступления были зарегистрированы, но вместе с тем мы исходим из имеющейся статистики. В связи с чем с акцентом на указанные районы проводится комплекс мер по профилактике в отношении лиц, представляющих оперативный интерес. Блокпосты Мюсера и Кадор в целях пресечения миграции криминальных элементов в районы курортной зоны будут усилены сотрудниками из числа оперативного состава Центрального аппарата. В управлениях и отделах внутренних дел разработаны планы единой дислокации, расстановка и маршруты движения патрульно-постовых нарядов, организовано взаимодействие между ними и дежурными частями, порядок контроля за несением патрульной службы возложены на ответственных из числа непосредственно руководящего состава горрайоргана, а также дополнительный контроль взят центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, будут взяты под особый контроль территориальными органами внутренних дел. Организовано пешее патрулирование, задействовано автопатруль. При необходимости будут привлечены силы центрального аппарата. Силами сотрудников Управления экономической безопасности будут проводиться мероприятия в целях выявления и пресечения фактов реализации различных видов фальсифицированных алкогольных напитков и иных продукций, реализуемых в домах отдыха, санаториях и на рынках, а также в маршрутах следования туристов и отдыхающих. Под особый контроль берутся центральным аппаратом жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых. Преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследоваться в сжатые сроки, а при необходимости создаваться оперативно-следственные группы из числа наиболее опытных следователей и оперативных работников, включая центральный аппарат. В целях обеспечения необходимой информации, способствующей повышению безопасности отдыхающих, разработаны памятки с номерами телефонов и экстренных служб. Любой гражданин может обратиться в органы внутренних дел на телефон доверия и получить необходимую информацию и помощь. Всего для охраны общественного порядка и безопасности граждан, прибывших на отдых в Республику Абхазия, на 70 объектах задействованы 177 пеших патрулей, 60 передвижных милицейских групп. Всего ежедневно задействовано 340 сотрудников милиции, включая оперативный состав. Особое внимание будет уделяться безопасности дорожного движения. Проводятся профилактические мероприятия по установлению лиц, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и наркотического. С начала текущего года в данном направлении лишены прав управлять автотранспортом средством 624 человека. Из них лица находились под состоянием наркотического опьянения 39 человек, установленный факт. Лица, отказавшиеся от освидетельствования, они попадают в разряд находящихся под опьянением спиртным.
Несмотря на определение сложностей, возникающих при привлечении к ответственности в виде лишения прав лиц, управляющих автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сотрудники госавтоинспекции продолжаются на усиленной основе проведения профилактических мероприятий. Вместе с тем хотелось бы отметить, что из-за ежегодного увеличения количества туристических маршрутов, объектов частного и гостиничного сектора не только в западной, но и в восточной части нашей страны, а также набирающейся популярности среди отдыхающих автокемпинг, палаточный отдых вынуждает нас нести службу на предельных возможностях, и это не только в летний курортный период. Данные обстоятельства способствуют оттоков кадров в Министерство внутренних дел. Это крайне необходимо рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных сил. Тем не менее, несмотря на все объективные и субъективные проблемы, реализация всего комплекса запланированных мероприятий, координация действий всех служб всего личного состава позволит в этом году обеспечить порядок на должном уровне. Вальтер Сергеевич, объясните мне, расскажите коллегам Гагарского управления внутренних дел, Гудаутский райотдел, город Сухум, там, где 92% совершенных преступлений, если я правильно вас понял. Так, Так да? точно. Они насколько укомплектованы личным составом? Есть кадровые проблемы даже в управленческом. У нас, значит, первый зам написал недавно Первый зам чего? Гагарского района, первый зам по криминальному блоку. Процент какой укомплектованности в УВД города Гагры? Оперативный состав укомплектован там единицы вакантных должностей, а линия МОБ, там уже побольше у нас проблем. В целом какая картина? Значит, по Гагарскому району, по линии МОБ не укомплектовано до 20%. А по остальным направлениям уголовный розыск, ГАИ, В другие уголовном подразделения, как розыске обстоят дела? в Гагарском у нас, значит, там укомплектован полностью уголовный розыск. А значит, в Гудаутском районе не ГАИ в Гагре как обстоят дела? ГАИ, так как мы недавно там полностью пересмотрели как руководящий, так и весь личный состав, значит, у нас укомплектован на сегодняшний день также около, ну, практически на 100% укомплектован ГАИ. Но там руководящий состав находится, исполняет обязанности, нет назначенных, так как мы дали срок для проявления себя. В Гудауте как обстоят дела с комплектностью, укомплектованием? В Гудаутском районе в целом, включая и новый фонд, проблема также в МОБе около 20%. У нас еще проблема дежурных частей. Никто туда как бы на работу не хочет устраиваться. Ну, вот такие кадровые проблемы у нас имеются. Но в целом картина, значит, неукомплектованности в целом по МВД, по линии МОБ, ну, в пределах 20%. А в Сухуме то же самое? А в Сухуме нет, в Сухуме картина лучше, так как у нас очень много зависит от стабильности в подразделении. Руководитель уже давно, и он, в принципе, максимально вышел на летний курорт, как его восполнил все пробелы. Понятно. Вот выступал уважаемый министр Хишба, привел ряд цифр. Вы человек опытный. Вот скажите мне, пожалуйста, туристические маршруты, основные, они известны, правильно? Так точно. Наверняка есть по этим маршрутам в учреждениях, в ресторанах, я не знаю, что там, в кафе, средства объективного контроля, так называемые камеры. Эту работу кто-то продолжает, кто-то просит руководителей на местах вот этих предприятий, чтобы какой-то стандарт был, чтобы какое-то количество камер было установлено, с тем, чтобы это помогало вам. Вот строится объект, вы сказали, новый. Есть там служба безопасности в этом объекте? Будет? Знаете вы, кто в этом объекте будет работать в службе безопасности? Есть там средства объективного контроля? Можно их попросить об этом, бизнес, потому что безопасность – это условие. Найти общий язык, взаимовыгодно посотрудничать. Как тут обстоят дела в этом направлении? Значит, обязать с точки зрения права мы их поставить камеры не можем, но нам в С этом... точки зрения права, уважаемый министр, может, вы и не можете обязать, но есть же интерес, вы обеспечиваете безопасность отдыхающих,
Адекватные руководители должны это понимать. Большинство там адекватных людей, я в этом уверен. И на эти вопросы надо потратиться. Иначе будет так, как это было в прошлом году или позапрошлом. Стрельба была в отеле, да, там 2 ранили, и все труды, значит, огромного количества людей, содействованных в отрасли, подавались как негативная история, абхазская негативная история. Да? У нас проведены рабочие встречи с руководством компании «Система» и «Я-Мобайл», которые на безвозмездной основе готовы нам помогать в этом направлении. И вместе с нами мы выработали те направления, которые нам больше всего нужно перекрыть. Значит, они нам помогают, ставить за свой счет камеры и предоставляют нам ту информацию, которая Это нам очень необходима. хорошо. Товарищ министр, уважаемые руководители территорий, главы районов, значит, даете поручение своим начальникам, главы, основные объекты, которые находятся на территории, собираете руководителей этих объектов, смотрите, что у них есть в плане средств технического контроля, и просите этих руководителей там, где не хватает, с точки зрения сотрудников милиции, службы безопасности, обратить на это внимание, ситуацию исправить. В конце сезона посмотрим, кто нас услышал. Вот эту работу надо сделать, это первое. Второе, вы, наверное, уже полгода работаете, правильно? Так точно. Так точно. Уже знаете, да, наших рецидивистов, карманников, в лицо должны знать, да, мы которых никак не можем посадить из-за нашего гуманного законодательства. Материалы не только надо передать фотографии на посты стационарные, а в гостиницы, руководителям службы безопасности. Кстати, уважаемые ательеры и руководители, значит, будем взаимодействовать. В каком плане? Достойных сотрудников, которые уходят на пенсию, будем просить взять к себе. Они контакты имеют, персонал этот знают, публику эту знают. Я вас убедительно об этом прошу. В этом вопросе пойти нам навстречу. Значит, еще один вопрос, на который, я уверен, руководители обратили внимание, но он требует постоянного контроля. Популярны наши туристические маршруты, придорожная торговля. Джанзук Эдуардович, за это направление работы надо взяться вам, сотрудникам милиции, не напрягая лишний раз бизнес, привести все в порядок, чтобы не было контрафакта. В 2021 году в Республику Абхазия посетило более 1,5 миллиона человек. Туристам, которым требовалась экстренная медицинская помощь во время пребывания на территории Республики Абхазия, оказывалась своевременно и в полном объеме. Следует отметить, что ежегодно основная нагрузка ложится на Гагрскую ЦРБ, Республиканскую больницу, Сухумскую городскую больницу и Детскую республиканскую больницу. Коечный фонд медицинских учреждений, преимущество задействованных в оказании медицинской помощи туристам, следующие. Республиканская больница 410 соматического профиля, Гагрская 220, Сухумская инфекционная 60, из них 30 взрослых, 30 детских коек, Гудаутская ЦРБ 220 коек. В Гагрскую ЦРБ в течение курортного сезона обращается за сутки до 70 человек взрослого населения, а также дети от 50 до 70 человек с различными травмами, острыми гастроэнтеритами и другими соматическими заболеваниями. В рамках межправительственного соглашения 2013 года туристам оказывается экстренная неотложная медицинская помощь на бесплатной основе. В случае необходимости во взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края обеспечивается транспортировка больных в медицинские организации Российской Федерации. Маршрутизация налажена. Учитывая, что 2021 год был периодом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, всем туристам с симптомами COVID-19 тестирование проводилось на бесплатной основе. Наши гости проходили стационарное лечение на безвозмездной основе. Такая практика будет продолжена и в период курортного сезона 2022 года. Отмечаем, что на 4 июня 2022 года подтвержденных случаев COVID-19 в лечебных учреждениях Республики Абхазия нет. Слан Георгиевич, в инфекционном блоке Гудаутского госпиталя 0 пациентов. Последний пациент был выписан 4 июня сего года. Но мы все равно оставляем ситуацию на пульсе, держим. У нас есть блоки резервные в Гудаутском ковидном госпитале, которые мы держим при необходимости, если будут поступать больные. В связи с сезоном туристическим нагрузка на
медицинское учреждение возрастает. Да. Как мы работаем с нашими гостями? Об этом нам расскажи, пожалуйста. Ну, как мы работаем с этими гостями? Вот, Какое количество всё- людей мы вылечили в прошлом году, если есть такая статистика? С какими проблемами мы сталкиваемся? Что мы смогли за этот год улучшить? Может, какой-то ремонт, может, какое-то оборудование, может, какую-то машину приобрели. Не одну. Степень готовности, может, стала лучше, чем была. Об этом расскажи нам в привязке к туризму. В целом сказать, что медицинские учреждения Абхазии готовы к оказанию медицинской помощи. Я вам скажу, что, Аслан Георгиевич, благодаря вам, да, было приобретено 7 автомобилей скорой медицинской помощи, и один из них реанимобиль. Также было у нас много потрачено финансов. Это не несмотря на то, благодаря мне, это благодаря тем, кто нам подарил Да. эти машины. что, по вашей просьбе. Ну, это уже Да. другой разговор. Другие лечебные учреждения, помимо того, что основной акцент у нас в прошлом году был направлен на борьбу с ковидом, руководство страны немало финансов направило в наши лечебные учреждения, где было закуплено соответствующее оборудование для того, чтобы мы на территории Республики Абхазия могли проводить достаточно высококвалифицированные медицинские операции. Оборудование, инструментарий, вот сейчас на данный момент в работе, через несколько дней он поступит в лечебное учреждение, оснащены инструментарием также и другие лечебные учреждения. Это все сказывается на уровне оперативной нагрузки, которая нас ждет. Поэтому наши гости, граждане, когда поступают в лечебное учреждение, им должна оказываться соответствующая квалифицированная медицинская помощь. Есть вопросы, которые мы, допустим, на данном этапе не можем здесь решить на территории Республики Абхазия, учитывая неоснащенность республики в определенных направлениях, такие как мы не можем делать на данном этапе коронарографию, стентирование и так далее. Нам приходится наших граждан и гостей, которые попадают в лечебное учреждение, переводить по линии санавиации в российские клиники. В этом формате у нас тоже есть хорошее взаимопонимание и на личном уровне. Мы постоянно контактируем. В этом формате у нас, как правило, отказов нет. Если приходится подключать российских коллег к этому вот моменту, вот недавно был случай, когда с кататравмой больного с падения с 11 метров мы переводили на территорию Российской Федерации после стабилизации здесь, дальше из сочинской больницы на вертолете санавиации в Краснодарскую клинику. Такие маршруты тоже у нас присутствуют. При необходимости мы задействуем все необходимые ресурсы. Детские болезни, до 30 тысяч амбулаторных обращений в детской сфере у нас было в прошлом году. До 1000 человек стационарного пролечились детишки, учитывая то, что помимо ковида у нас были и ротавирусные инфекции, которые никто не отменял, и кишечная инфекция. Есть определенный пласт проблем, которые у нас есть с кадровым дефицитом. Это именно детские инфекционисты, детские реаниматологи. Сейчас вот я ездил в Москву с рабочей поездкой. Договоренность на встрече с руководством Минздрава, есть договоренность о том, что будут прикомандированы российские коллеги на время туристического сезона. Я просил с июня по сентябрь включительно, чтобы у нас присутствовали здесь российские коллеги. Именно по профилю инфекционных болезней. Получается? Да, я думаю, получается. И на личном уровне мы сегодня тоже встречались с нашими коллегами, с абхазскими, и сегодня созванивались с Российской Федерацией. Есть определенное понимание. И помимо того, что приедут, должны приехать по линии Минздрава, еще на дружеском человеческом уровне взаимодействие налаживать. Вот были у нас такие факты в прошлом году, год, который вы застали, чтобы мы не смогли оказать какую-то помощь или не смогли вывести в отношении отдыхающих. Если поток возрастает, что-то новое у нас появилось, какие-то ФАПы новые, какие-то места дополнительные, что-нибудь есть, или уровень нашей, значит, готовности, он такой же, как был в прошлом году? В прошлом году, когда бушевал ковид, любой гражданин, попадающий в лечебное учреждение, был обследован. Получал бесплатно все препараты, которые полагались по протоколу. Это и кроворазжижающие препараты, и кликсан, и флексипарин, и это все, если честно, дорогостоящие препараты. И у нас были пациенты, которые говорили, что я хочу ехать в Российскую Федерацию, мы их переводили, я лично этим вопросами занимался. И был пласт пациентов, которые не хотели никуда уезжать, и с большим удовольствием пролечились на территории Республики Абхазия, слава богу, они здоровы.
И такие категории граждан тоже присутствовали у нас. Поэтому те граждане, которые сегодня, ну или завтра, допустим, приедут в Республику Абхазия, не дай бог какая-то форс-мажорная ситуация случается, мы на данный период есть определенные вещи, которые мы здесь делаем, и делаем это неплохо, нежели в каких-то там, допустим, в российских клиниках. Я тоже 15 лет проработал в российских клиниках, я знаю, что мы там можем сделать и что здесь можем сделать. Но есть определенные компетенции, есть определенные, допустим, оснащение медицинское. Если у нас будет, допустим, хорошее оснащение, и мы подготовим наши соответствующие кадры, мы можем нашу медицину продвинуть достаточно вперед. Я сейчас разговаривал в Минздраве, встречался с руководством РМАПО, это постдипломное образование с академиками. Они готовы на упрощенной форме нам пойти переквалификацию наших сотрудников на рабочих местах, чтобы наши сотрудники в российских клиниках проходили переаттестацию, больше участвовали именно в том, чтобы, когда есть большой поток пациентов в этой клинике, когда он работает, наш сотрудник, он набирается более такого достаточно хорошего опыта. Ковидных больных у нас в стране нет. Да, В нет. целом, в таком случае нагрузка на здравоохранение должна уменьшиться. Так? Да, Там же у вас по принципу ротации откомандировали врачей с районов, с территорий. Тот потенциал, который высвободился, и те возможности, которые мы сегодня располагаем, с учетом тех транспортных средств, которые мы приобрели, мы справимся с задачей обеспечения. Справимся, да. И я вам хочу пояснить. Аслан Георгиевич, вот те службы и те наши коллеги, которые были мобилизованы в работу в ковид, они все вернулись на свои места, как правило, в ЦРБ. Да? Это и Творчал, и это Ачимчира, и Гагра, и так далее. Но сегодняшний день поток пациентов, который идет с Российской Федерации, первое, это Гагра встречает, и Пицунда, поэтому основные ворота это оттуда, да? Там и нагрузка всегда оттуда идет. Если будет такая необходимость, мы наши бригады будем посылать дополнительно в Гагрский район в плане усиления наших медицинских позиций. Да, есть кадровый дефицит в определенных направлениях, и он присутствует, и терапевты есть там в Гаграх у нас сложности, и с хирургической службой есть сложности, и с реаниматологами есть. Но мы, учитывая то, что мы так уже мобилизовались в ковид, мы уже знаем какие-то там правильные движения, как это все сформировать и сделать. Потому что даже и по ковиду у нас сегодня, мы, несмотря на то, что больных по ковиду нет, мы все равно сводные бригады, списки, дежурные бригады, медсестры, реаниматологи, мы все равно это держим в резерве на случай какой-то форс-мажорной ситуации. Понятно. Теперь в связи с тем, что значительная часть препаратов лекарственных завозилась с Российской Федерации, санкционные меры, импортные препараты сильно подорожали? Да, подорожали препараты. Буквально мы в ковид это почувствовали, когда подорожали там определенные препараты на 25-30%. Сегодня, и вот буквально на днях, когда я был в Российской Федерации, мы поднимали вопрос лекарственного обеспечения. У нас там в год было 50 по программе миллионов, потом сократили до 45. Но учитывая то, что современные реалии, что препараты, они увеличиваются в цене. Поэтому себестоимость препаратов увеличивается, поэтому и нагрузка тоже финансовая будет другая. Опыт предыдущих 2 лет, 2020-2021 год, когда COVID-19 создавал угрозу жизни и здоровью человека, был нарушен естественный жизненный уклад в Республике Абхазия, нацеливает Государственную санитарно-эпидемиологическую службу на решение комплекса санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических и административных мероприятий, направленных на устранение завоза и распространения инфекционных заболеваний в Республике Абхазия. Мониторинг эпидемиологической ситуации в мире и ближайших территориях позволяет рассчитывать риски и подготовиться, то есть провести профилактические мероприятия. Коэффициент рисков возникновения любых инфекционных заболеваний растет с увеличением количества находящихся лиц на определенной территории. В курортный сезон в Гагранском районе этот коэффициент от 12 до 30 в зависимости от месяцев. В Гудаутском районе 7-9, по городу Сухум 8-10, в Гульрипском районе 3-4, в Ачимчире Ткуарчале 1-2 и по Галскому району практически не меняется. По критериям передачи инфекции учитывается ее контагиозность. Для своевременной изоляции источников инфекции необходима четкая быстрая система информирования
По результатам взаимодействия с представителями ВОЗ нами ожидается получение оборудования по электронной регистрации выявленных больных, установка сервера на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы для единого учета всех случаев обращения пациентов в лечебное учреждение. После настройки программы станет возможно оперативное реагирование на вызовы инфекционных угроз. Далее, зная нагрузку на санитарно-эпидемиологические станции в районах, управлением службы могли бы использоваться специалисты из других СЭС для проведения контрольно-надзорных мероприятий в наиболее туристических местах Абхазии. В настоящий период есть положительные моменты со стороны самих объектов туристического бизнеса. Стали заключаться договора по предупредительному производственному контролю. Объекты самостоятельно следят и создают благоприятные условия отдыха и питания своим гостям. Данные случаи пока единичны, но радует, что не надо принуждать к самоконтролю хотя бы ведущих туроператоров, которые задают авторитетность культурного отдыха в Республике Абхазия. Надо вспомнить, что на объектах туризма должны применяться все основные меры профилактики и коронавирусной инфекции, и пищевых отравлений, и других так называемых летних заболеваний. Нацеливаю туроператоров усилить контроль за санитарно-гигиеническими, санитарно-противоэпидемическими мерами на своих объектах. Особое место здесь занимают объекты организованного общественного питания. Чистота и порядок, проверенный с медицинской стороны персонал, наличие опрятной спецодежды, наличие антисептика, дезинфицирующих моющих средств. Все эти аспекты будут находиться в зоне особого внимания санитарных служб республики. К другим недобросовестным бизнесменам будут применяться все возможные меры, означенные законом Республики Абхазия о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Предложение Государственной санитарно-эпидемиологической службы в этот курортный сезон – это первое. Продолжен функционирование санитарно-карантинного поста на пограничном переходе Ингур, провести проверки готовности лечебно-профилактических учреждений к приему пациентов особо опасными инфекциями и массовым пищевым отравлением, рекомендовать Министерству здравоохранения РА воссоздать службу специализированной медицинской помощи инфекционным больным на базе единого центра, как это было организовано на примере COVID-19, рекомендовать объектам туристической сферы самостоятельно отслеживать санитарные и противоэпидемические меры по профилактике бактериальных, паразитарных и пищевых отравлений. На базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории наладить исследования за рекреационными территориями, особенно по состоянию морской воды на наличие холерного вибриона. Все возможности для этого имеются. Ждем распоряжения по итогам данного совещания. Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории организовать лабораторный контроль 8-летних инфекций. Это рота, нора, астровирусные заболевания, а также бактериальные, шигеллез, сальмонеллез и так далее. Поступивший биоматериал из всех лечебных учреждений будет отрабатываться, как я сказала, на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Нас обеспечил Минфин, постарался, обеспечили всеми тест-системами. Я бы просила рекомендовать Министерству по туризму РА организовать выпуск наглядных листовок, флаеров по мерам профилактики основных летних заболеваний и пищевых отравлений для раздачи отдыхающим в сфере зарегистрированного, то есть легального туризма. И хотела бы, чтобы была проведена совместная работа с Министерством иностранных дел, Миграционной службой Республики Абхазия по передаче данных лиц, приезжающих из государств Африки, Восточной Азии и Юго-Восточной Украины, территорий эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям, представляющие опасность для населения Республики Абхазия, в Министерство здравоохранения для общего реагирования. Одной из составляющих части безопасности отдыха гостей республики является противопожарное состояние объектов размещения и посещения туристов. Вне зависимости от формы собственности того или иного объекта туризма, требования по противопожарной безопасности едины для всех. Государственный пожарный надзор МЧС Абхазии на постоянной основе проводит проверки туристических объектов
от стадии их строительства до сдачи в эксплуатацию. Закон позволяет нам при несоответствии объекта установленным правилам противопожарной безопасности не подписывать соответствующие акты приема. Что же касается уже действующим тургостиницам, то в случае необходимости и основываясь на данные проверки, сотрудники МЧС РА могут инициировать полное закрытие объектов до устранения выявленных нарушений по части противопожарной безопасности. Вот некоторые цифры по вышеозначенной тематике. В 2022 году, начало курортного сезона, проведены детальные пожарно-технические обследования на 116 объектов. В ходе данной проверки было установлено, что многие из них работают с нарушением правил пожарной безопасности. Основными из них являются отсутствие пожарной сигнализации, отсутствие первичных средств пожаротушения, отсутствие внутреннего противопожарного водопровода, нарушение правил устройств и эксплуатации электроустановок. Руководителям объектов вручены предписания с конкретными сроками устранения нарушений. В общей сложности вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 325 500 рублей. Здесь хочется отметить, что если крупные туристические объекты в основном соблюдают все предписанные правила противопожарной безопасности, то небольшие частные гостевые дома, как в прибрежной части, так и в горных районах, зачастую пренебрегают ими. А это, в свою очередь, чревато в том числе и трагическими последствиями. Касаясь проблематики обеспечения безопасности гостей на водных объектах республики, вначале скажу о том, что в 2021 году утонули 20 человек. Причины гибели людей на воде такие, как купание в нетрезвом виде, купание в ночное время суток, купание в штормовую погоду при высокой волнении моря. Были случаи, когда такой факт произошел на территории, которой было оборудование, где были спасатели, спасательные средства. Кто-нибудь утонул, такое было? Или это все за пределами подготовленных мест? За каждым туристом, как правило, отслеживать невозможно. Понятно. В зависимости от погоды, когда идет свыше 3-4 баллов, на море категорически нельзя купаться. В основном крупных туристических объектах об этом предупреждают. Там находятся специально обученные люди, есть плавсредства. Но свыше 3 баллов в море заходить невозможно. Даже плавсредства нереально использовать. Мы попадались в таким случаем, мы с такими сталкивались, мы и на вертолете прилетали, старались сверху вытаскивать. То есть были случаи, когда на оборудованном пляже после предупреждений люди все-таки заходили в море и погибали? Было такое? Да. Сколько из 20 таких случаев? Ну, из 20, наверное, процентов 30. На оборудованных пляжах? Да. Зная, что в шторм нельзя, Да, и так далее. Даже больше, можно сказать, потому что всегда предупреждают. Были случаи, мы вытаскиваем, а рядом опять лезут, а там 3-4 балла, невозможно выходить на море, но они не слушают. Потом очень сильно расслабляются, это вот в нетрезвом состоянии, не смотрят за детьми. Были случаи, женщина погибла, утонула вместе с детьми в прошлом году. Вот, один ребенок остался, и там и местные. Ну, когда такие трагические моменты случаются, тут и местное население, и сотрудники МВД, и все вместе взаимодействуем, делаем все возможное для того, чтобы спасти. В плане материального обеспечения необходимыми плавсредствами, необходимыми принадлежностями, там багры, спецодежда, что имеешь? Но сейчас могу сказать смело, что все подразделения МЧС Республики форменной одеждой обеспечены.
вот только что А получили. специальная одежда А противопожарная специальной есть? одежды у нас сейчас не хватает, ну, имеется в виду боевки и так далее. Мы их и не покупали раньше, ну, то гуманитарные, то дарили, но я думаю, что в ближайшее время мы займемся этим вопросом. Все, А сколько человек у нас погибло в прошлом году при пожарах? 7 человек. По причине? По причине не в Это трезвом частные дома были? частные квартиры, в основном в квартирах. Но не в трезвом состоянии, не закурил, или печка упала, там не обратили внимания и так далее. И вот по таким, везде присутствует человеческий фактор. В основном электропроводка. Я хотел бы сделать еще акцент на вот эти туристические маршруты, которые не согласованы, потому что мы с этим сталкиваемся, это большая проблема. Дело в том, что ни Минтуризм, ни мы не в курсе про существование этих маршрутов, их и нет практически. Вот. Но якобы по интернету собирают людей, которые любят экстремальный туризм, и выбирают самые сложные маршруты. Мы не знаем, где они находятся, по какому маршруту, случайно по спутникам как-то выходят на связь, и мы начинаем искать. Здесь самый главный фактор – это вопрос времени. Времени мы тратим на определение, где, в каком районе, и поэтому возможность спасения в таких случаях людей остается. А сколько фактов погибших, сколько? Есть? 6 человек, 2 без вести пропали. А как с этим борются в других странах, в той же России, например? Там законом приписано, таких людей штрафуют. Безусловно, они будут оказывать помощь, но все затраты, связанные с поиском и так далее, конечно, чтобы людей искать, в этом как раз-таки особую роль играет авиация. Несмотря на то, что у нас маленький вертолет, мы десятки, сотни людей благодаря этой авиации вовремя. Во-первых, если отправить в горы машины, 2-3 машины надо, 2 суток надо пешком добираться. А вертолет в течение полчаса мы любую территорию можно обследовать и увидеть, где находится, что-то можно им скинуть, уже и морально подготовить, что мы их ищем. Это играет очень важную роль. А у нас есть такие правила, когда поиск, затраты, связанные с поиском, ложатся на того, кому помогли, который пошел по неустановленному маршруту? Есть у нас такие правила? Нет. А не надо их делать, как вы полагаете? Мы обсуждали этот вопрос, но учитывая ситуацию сегодняшнюю, она будет, это вот мое личное мнение, особо мы это инициировать не стали, потому что этот момент может отпугивать туристов и так далее, и поэтому этот вопрос пока так завис. Хотел бы сделать акцент на парашюты, на дельтапланы разного рода. Они тоже, к ним надо особый подход. Я не говорю о запрете. Дело в том, что сюда завозят оборудование старое, которое уже использовано. К ним должны быть определенные стандарты. Лев Константинович, министр по туризму. У нас страна туристическая, определите места, где это можно и где нельзя. И в строгом соответствии с этим пусть люди данной услугой пользуются. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, постараюсь вкратце проинформировать о ситуации, сложившейся по результатам 2021 года и о прогнозах на сезон 2022 года. Давай. В целом, в отрасли курортов и туризма задействовано порядка на 1 июня 2022 года задействовано 930 налогоплательщиков, то есть субъектов экономики. Всех вместе. Да, и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц. К тому, что говорил Тимураз Владимирович по количеству объектов размещения, хотел бы проинформировать, что с 2021 года произошли небольшие изменения. Налоговой службой с мая месяца проводилась работа по, так скажем, по дворовому обходу всех объектов средств размещения.
И на сегодняшний день мы имеем, значит, 791 объект, действующие, объекты, которые планируют быть задействованы в этом сезоне. И имеем, значит, порядка 200 организаций, которые занимаются экскурсионной деятельностью. По количеству койко-мест на 1 июня 2006 года количество тоже подросло до 36 985 койко-мест. Прирост к 2021 году составляет порядка 480 койко-мест. В процентном соотношении, если сравнивать с 2021 годом, это 1,3%. То есть в этом направлении тоже есть определенная динамика. В общем, если говорить о показателях выручки за 2021 год, в целом от отрасли, значит, мы получили выручку в 4,5 миллиарда рублей. В разрезе, если брать, это прямая выручка от средств объектов размещения 4,4 миллиарда рублей и от экскурсионной деятельности порядка 194 миллионов рублей. Если говорить о начисленных и уплаченных налогов от отрасли в целом, следующие данные. Уплачено в 2021, по результатам 2021 года было 525 миллионов рублей от, значит, то есть я говорю сейчас о прямых налогах от объектов размещения. Еще порядка 24 миллионов рублей в виде налоговых платежей мы получили от экскурсионной деятельности. В целом от данной отрасли мы получили 550 миллионов рублей. Если говорить о структуре поступлений, то 60% налоговых поступлений от данной сферы приносят нам 20 крупнейших объектов. Большинство из них, соответственно, располагаются в Гагарском районе, далее идет Гудаутский район. Далее, если говорить о задолженности, которая сформировалась на 1 января 2021 года, то она составляла порядка 27 миллионов рублей. На 1 июня 2022 года задолженность у нас составляет 65 миллионов рублей. В целом хотел бы сказать, что при общем снижении задолженности по объектам увеличение показателей произошло за счет появления задолженности у одной крупной компании. Данный вопрос решен в рамках действующего законодательства в установленном порядке. Им предоставлена рассрочка через службу судебных исполнителей, и они, значит, гасят. То есть Гагра Амра Интернешнл при нашем желании даже на доску почета не попадает, да? Ну, очень сожалею, у нас такие планы были. Имеет шансы, но пока, как говорится, рановато об этом говорить. Ну и, наверное, тот вопрос, который вы упомянули, вопрос средней заработной платы по объектам размещения и в целом в сфере. В прошлом году на совещании Кабинета министров, где вы присутствовали, вы озвучили информацию по средней заработной плате и дали соответствующие поручения службам уделить этому особое внимание. С этого периода налоговая служба по своей линии занимается мониторингом этого вопроса. Более того, те организации, на первоначальном этапе все объекты, то есть крупные налогоплательщики в этой сфере были приглашены на соответствующие беседы в налоговой инспекции. Была проведена соответствующая работа и доведена задача, которая была озвучена вами, которая абсолютно является реальной. Задача заключается в том, чтобы... Она еще является справедливой, по-моему, нет? Законной, справедливой и обязательной, я бы хотел добавить, потому что сокрытие реальных объемов заработной платы, выплачиваемой
сотрудником является уже уголовно. Так вот, хотелось бы немного рассказать о результатах исполнения вашего поручения. Скажу прямо, ательеры, наши уважаемые ательеры, наверное, не совсем, как говорится, услышали и нас, и вас. В этой связи нам пришлось приступить ко второму этапу. Это проведение тщательных контрольных мероприятий в части проверки всей финансово-хозяйственной деятельности. Вот. Есть определенные результаты, есть соответствующая финансовая ответственность, которую несут уже те организации, которые мы проверили. Но в этом направлении мы будем двигаться. И заработная плата, выплачиваемая нашим гражданам, она должна быть реальной как на бумаге, так и на практике. Это очень важно. Ну и последнее, наверное, что хотелось бы сказать о прогнозах на 2022 год. Наши прогнозы на самом деле очень сдержаны относительно успешности сезона 2022. Мы считаем, что показатели 2021 года, в случае, если мы их достигнем, это будут очень хорошие показатели. При всем при этом... Подождите. Вы хотите сказать, что хорошие показатели, если будут достигнуты результаты прошлого года? То есть мы предполагаем, что сезон будет на уровне прошлогоднего, но при этом закладываем прогноз с увеличением в 20%. Именно по отрасли курорта и туризма. Платежей. Да, налоговых поступлений от данной отрасли. Совершенно Хорошо. верно. Хорошо. Вот выступил министр по налогам и сборам. Глубоко уважаемые ательеры, давайте потихонечку начинать платить деньги. В этом году лучше, чем в прошлом, в будущем больше, чем в этом. И подходить к реальным цифрам. Потому что я хотел бы вас проинформировать, эта проблема будет под моим контролем. Если не будет хватать возможности Министерства по налогам и сборам, мы подключим других людей, потом счет будет очень большой. И льготы, и отсрочки большие давать не будем. Мы вас просим, уважаемые ательеры, давайте давать реальную картину. И по выручке, уважаемые руководители экскурсионных фирм, давайте с учетом того, что мы сегодня обсуждаем, с учетом того, что эти информационные технологии будут внедряться, не будем ждать того дня, когда кого-то возьмут за руку. Потом их цены, не пытаясь друг друга обмануть, средние заработные платы повысите как положено. Надеюсь, мы друг друга услышали. И лучше, чтобы этот процесс прошел полюбовно. Кстати, это касается и государственных предприятий, РУПов и так далее. Налоговая нагрузка у нас, она вполне демократичная, поэтому я думаю, что нам надо идти по такому пути. По пути, как это делают в странах, где уважают свой закон, свою страну, свое население. Текущий сезон этот, что сделано для того, чтобы хоть как-то увеличить пропускную способность? Какие-то договоренности с россиянами есть? И что происходит на пункте пропуска? Об этом расскажи. Уважаемые коллеги, прежде всего, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы отметить по цифрам и по тем параметрам, которые предусмотрены вообще по пропускной способности на контрольно-пропускном пункте. У нас, соответственно, на КПП ПСОЛ пропускной режим осуществляется в упрощенном режиме. Это на нашей стороне. На нашей стороне. Это понятно, это правильно. Соответственно, без внесения в электронные учетные данные. Да. В целях недопущения возникновения очередей с нашей стороны, значит, такой режим определен. И проверка,
пассажирских автобусов максимально сводится там, до 10-12 минут. Большие автобусы. И направляются по, значит, А сколько занимает времени проверка автобуса на российской стороне? в данном случае ответить однозначно не приходится, поскольку подъезд осуществляется, как правило, в пиковые периоды, это с 5 утра до 9 утра, значит, и это может занимать до 2 часов. До 2 часов. Значит, уважаемые коллеги, о чем идет речь? Наверняка большинство из вас понимает, задача стоит следующая. Упростить режим работы на пункте пропуска, разгрузить пункт пропуска, сделать так, как написано в Большом договоре в 9 статье. А там написано, что стороны договариваются в течение 2 лет достигнуть следующих параметров: свободное передвижение граждан между государствами, товаров и услуг. Ограничения могут быть только по соображениям безопасности. Так в договоре написано, да? Вот к этому надо прийти. Наши доблестные пограничники, абхазские, российские доблестные пограничники должны нести службу на границе с нашим противником. А здесь в течение ближайшего времени нам от этого надо уйти, потому как пограничники, они подготовлены для решения более серьезных задач, чем те задачи, которые они решают на пункте пропуска. В этом году эту проблему решить мы не сможем, это понятно. Как сделать так или что сделано для того, чтобы в этом году, с учетом того, что все службы там стоят, каким-то образом ускорить пересечение границы, какие механизмы сегодня работают? Дополнительное там что-то делается, или все на таком же уровне, как это было в прошлом году? Есть там какой-то ресурс нам? Мы можем с нашими российскими друзьями, братьями договориться, чтобы там автобус не 2 часа проверяли, или сделать так, чтобы не 2 там, а хотя бы 1,5 или час? Можем или не можем? Что для этого мы делаем? Договаривались в прошлые времена. Так. Были времена, когда поручено было координировать работу совместную вице-губернатору Краснодарского края Хатуву Джамбулату Хизировичу. Вот мы недавно с ним общались, он был в гостях, вы знаете, и вспоминали те времена, когда все вопросы решались очень быстро. На мой взгляд, первое, надо снять человеческий фактор. Даже при сегодняшних условиях, которые есть на одной и на другой стороне, все, что происходит, может происходить намного быстрее. Мы можем проводить сколько угодно совещаний на разных уровнях, но если не будет конкретного результата, все останется так, как есть, и будут страдать те люди, которые хотят у нас отдохнуть. Если механизм такой работал в былые времена, давайте определять ответственного с нашей стороны. Я готов связаться с губернатором, попросить его, дайте решение, дайте алгоритм действий, и мы его реализуем. И халшу ахцаров в любом случае. Проблему, а она проблема. Это проблема, которая оставляет очень нехороший осадок. Говоря о подготовке туристического сезона по столице, необходимо отметить количество туристических объектов, которые расположены в городе Сухом, и количество койко-мест. Их 109 по городу на 3509 койко-мест. В принципе, 2021 год показал, что при успешной работе Минтуризма, налоговой и наши скромные возможности администрации дали возможность увеличить в определенной степени, осторожно выскажусь, да, потому что не с чем сравнивать с 2020 годом или с 2019 платежи, которые попали в городской бюджет из этого направления. По прошлому году это 35 миллионов рублей. Для города это существенная цифра. По 2021 году. По 2020 сложно судить, потому что не все попадали под отчетность, не всех мы, в свое время, когда корректировали в 2020 году
год пандемии, так скажем, да, вот, даже вот тех цифрах, которые мы давали на прошлом собрании, количество объектов было совершенно другое. Сейчас это по результатам 2021 года и вот этой жесткой работы по учету и контролю удалось выйти на эти цифры, имеем результаты по деньгам тоже. Это, конечно, в тех общих цифрах, о которых говорил министр по налогам и сборам. На территории города Сухум, если говорить об обеспечении питанием, там, не говоря уже о магазинах, супермаркетах и так далее. В принципе, в прошлом году определенный дефицит появился по минеральной воде, по сладким напиткам и так далее. Была там определенная пауза порядка 2 недель, но потом вроде бы предприниматели сориентировались. Что касается объектов общественного питания, это кафе, рестораны, там, фастфуды, даже мы их тоже считаем, их 55 по городу Сухум. В принципе, на сегодняшний день, после проведенной проверки, они все готовы к работе. И если считать количество туристов, которые посетили столицу в прошлом году, а это по принципе всех скрыженных, так скажем, подсчетах всех служб, это порядка 18 тысяч. Вот. И если добавить туда частный сектор, приблизительно те, которые могли оставаться в квартирах, в домах и так далее, кто приехал в гости, то мы считаем, что это приблизительно порядка 20 тысяч туристов посетило в прошлом году. Летний курортный сезон, не межсезонье, ничего. Да? По большому счету хватает того количества, значит, всего того, что я перечислил, имеется в виду объектов общественного питания, ресторанов, кафе, столовых, да и при гостиницах тоже есть места общественного питания. В этом плане у нас проблем нет. В городе Сухум работает 7 туристических компаний, которые, ну, в принципе, через которые в основном, ну, и другие сетевые, значит, которые работали до недавнего времени, через которых регистрация идет, значит, резервирование номеров, и 47 точек продажи экскурсионных путевок. Ну, понятно, по Сухуму сейчас сложно говорить об некой экскурсионной путевке, если только не говорить об обезьяне-питомнике и ботаническом саде, но и в районе тоже те, кто останавливается в Сухум, хотят ездить, вот эти 47 точек отрабатывают эти направления. Значит, хотелось бы еще одни цифры привести. Если я уже сказал о ботаническом саде и о обезьяне-питомнике, то в 2021 году Сухумский ботанический сад посетило 50 127 взрослых и 6 400 детей. ЕПИТ посетило 35 тысяч взрослых и 4,5 тысячи детей. Вручка известна, цена билета тоже известна, в принципе, услуга оказывается, и вроде бы никаких только развития и благие пожелания в будущем. Дай Бог, чтобы в этом году тоже эти цифры были приблизительно так, потому что от выручки зависит и наши поступления тоже. Вот. Значит, по городу Сухум есть несколько пеших маршрутов, они известны, это, значит, наша набережная, площадь Махаджира, не буду перечислять. Значит, что касается мест посещения излюбленных не только горожан, но и гостей фуникулер, в этом году у нас есть проблема, за которую я вот докладывал премьер-министру о том, что, ну, тоже, наверное, известна история, у нас обвал дороги на фуникулер. Вот. Сейчас мы закончили проектно-сметную документацию. Я думаю, в ближайшее время мы приступим к этим. Там очень сложные работы, там свайное поле надо забивать и фактически обвал дороги. То есть доступ там только теперь легковая машина или грузовая прям впритык проезжает. Вот. Ну и фуникулер, наверное, как я вам и обещал, к Дню Победы, я думаю, мы всю башню подсветим. Это будет хорошо, Вячеслав. Постараемся очень непросто. Что с причалом с нашим городским? С причалом идет, так скажем, рабочий процесс. Сейчас идет подбор, значит, ими же подрядчика или субподрядчика на территории Абхазии. Значит, документы проходят экспертизу, они присылают их кусками, он весь готов, но они сами тоже перепроверяют, что-то, может, хотят изменить в конструктивной части, но это несущественное. Определили, что строительные работы будут осуществляться, заходить через набережную, не заезжая на Брехаловку. Когда начнутся, пока не могу сказать. Я вот буквально был сейчас недавно в командировке в Москве, когда я вам звонил, я с их представителями встречался. Они сказали, что мы вот-вот, в принципе, на выходе. Они какой-то, наверное, сигнал ждут еще, пока там ситуация. Они тоже задействованы все, по большому счету, и финансово, и по-другому тоже. Они это не скрывают. Вот. Но они не отказываются, говорят, что в ближайшее время приступим. Значит, организационные мероприятия по всем коммунальным службам, это уже у нас плановая история, каждый год мы предпринимаем все эти усилия. Значит, у нас есть серьезная проблема по вывозу мусора. У нас порядка 30 тысяч кубов
в месяц скапливается, в сезон это 35, да, и всего, значит, все это дело мы вывозим и транспортируем всего... в сутки 1000 кубов примерно? Да, 1000 кубов в сутки, 600 тонн. Это без строительного мусора. Это только ТБО. Это только ТБО. И все это дело обслуживается 5 машинами, одна из которых стала вчера, вот эти, которые когда-то были куплены в 2017 году, которые каждый день делают 3 рейса в день в Гальский район. Мы убили эти машины, по большому счету, и это, ну, вот, прям еле-еле. Значит, 2 машины у нас крупногабаритного такого, в виде тонаров, которые ездят в ГАЛ, ну, вынуждены были докупиться. Сейчас недавно я еще одну машину приобрел, вот сейчас она будет 15 числа, потому что пошло накопление мусора в новом районе на площадке таксопарка обратно. Мы один момент, когда было межсезонье, удалось, а сейчас уже пошли, видно, и обороты, и все остальное. В общем, план такой. Мы до конца июня постараемся, ну, или в первой декаде июля на 2 автомобиля, ну не новых, но БУ мы подобрали вот эти мусоровозы, чтобы добавить, и одна машина длинная Тонар вот-вот должна приехать, 37-кубовая. Это все потому, что нам приходится возить в ГАЛ. Если в ближайшее время, там, я не знаю, по планам вроде бы до конца года должны завершить площадку сбора мусора или полигон в Глюевском районе, то тогда все это дело, конечно, поменяется. По мусору понятно. Мы в случае необходимости можем подключиться, да, помочь мэру города? Да, потому что все-таки уборка мусора – это история, ну, хоть эту историю мы должны как-то закрыть. Хоть эту историю. Поэтому давайте более предметно, если надо будет, поговорим. Попробуем, если такая острая необходимость назреет, как с налоговыми поступлениями? Хорошо. Ну вот, уже хорошо. Сейчас Значит, идем на поможем. увеличение бюджета расходной части в этом году 100 миллионов. Это хвост прошлого года и то, что мы жирок накопили за полгода. Те руководители городов и районов, у которых будут хорошие показатели по сбору налогов, могут рассчитывать на помощь. Уважаемый президент, уважаемый премьер-министр, коллеги, в преддверии летнего курортного сезона в администрации Гагарского района был проведен ряд рабочих встреч с руководителями подведомственных организаций, представителями фискальных и силовых структур и собственниками отелей и пансионатов, а также представителями туристических фирм, компаний, осуществляющих свою деятельность на территории нашего района. На встречах обсуждались вопросы, прежде всего связанные с безопасностью и комфортом пребывания наших гостей в районе. Было уделено особое внимание безопасности на пляжах, возможности предупреждения и спасения утопающих во время штормов. Для этого администрация района была закуплена и будет установлена в ближайшее время морские буи вдоль городских пляжей. Пользователям пляжами были переданы спасательные жилеты, спасательные линии, информационные таблички, запрещающие купание в шторм. Мы обязали пользователей пляжами, в том числе отели и пансионаты, в том, чтобы они в свое штатное расписание внесли должность дежурного спасателя. Кто-нибудь согласился с этим? Никто не возражал, все готовы идти, и вплоть до того, что даже объединив несколько пансионатов, которые прилегают друг к другу, готовы ставить спасательные будки. Установлено вдоль набережной предпринимателями уличное радио, по договоренности с ними будет вещать предупреждения для гостей и жителей об опасности купания в шторм. Администрация района также для сил ПСО МЧС Республики Абхазия по Гагарскому району было куплено и передано моторное плавательное средство для выхода в море в шторм для спасения и поиска утопающих. Также плавсредство было и передано Министерством чрезвычайных ситуаций Гагарскому отделению. То есть у нас в районе будет 2 плавсредства. Сотрудниками ГИМС было изучено морское дно вдоль побережья Гагарского района, общественных пляжей на предмет опасных зон купания.
В администрацию были переданы схемы опасных зон. Нами уже наводятся контакты с теми организациями, которые могут устранить эту проблему, извлечь опасные предметы со дна. Там надо будет срезать, на бунах оголились арматуры, которые надо будет резать. Для этого нужно специальное оборудование. У нас в Абхазии, насколько мы узнали, существует только у одного человека, и он очень занят. Мы связались с российской стороной, в Гаграх уже практиковали частники, вызывали оттуда бригаду, и они удаляли все эти железо и арматура. Что касается охраны правопорядка, то сотрудники Управления внутренних дел по Гагрскому району на летний курортный период были переведены на усиленный режим несения службы. Для поддержания сил подключен и центральный аппарат Министерства внутренних дел. Также в Гагре и Гагрском районе будут расквартированы опытные курсанты. В Гагрском районе установлено 227 камер видеонаблюдения. Это камеры безопасности и панорамные камеры. Также в ближайшие дни по рекомендации правоохранителей еще в 3 местах города будут установлены камеры, что значительно упрощает работу правоохранителям. Мы взаимодействуем с компанией «Система», они идут с нами на контакт очень хорошо и очень нам содействуют в наших просьбах. Так, значит, еще на регулярной основе по санитарной очистки парковых и городских территорий, лечении и обрезки деревьев и пальм, стрижки газона, высадки цветочных клумб. Все наши коммунальные службы на летний курортный период переведены на усиленный режим работы. Закуплены и установлены дополнительные контейнеры для ТБО в размере 55 штук, что составило в денежном эквиваленте 1,5 миллиона рублей. Практически полностью у нас укомплектованы организации, отвечающие за вывоз ТБО. Мы в прошлом году приобрели 13 единиц спецавтотехники непосредственно мусороуборочной. У нас остается проблемным немного Цандребское направление, и в селе Лдза тоже начали испытывать большее количество ТБО стало, и у них есть одна машина, она не справляется. Мы планируем выйти с увеличением бюджета на 65 миллионов. Машина, в которой нуждается Цандребш, мы приобретем где-то в середине июля месяца. Пока на этот период наше гагрское спецавтохозяйство будет страховать Цандребскую зону, а Лдза прострахует Пицунда. В самом городе проблем с техникой нету, слава богу, все укомплектовано. Мы еще вот сейчас на днях буквально ждем еще одну машину. И тогда я думаю, что полностью проблема с вывозом мусора в городе будет решена точно. Машины были приобретены в прошлом году на общую сумму 46,5 миллионов рублей. Также идет реставрация фонарей и освещения. Ведется активная работа по борьбе с несанкционированной хаотичной уличной торговлей. Администрация района демонтируются торговые киоски и павильоны, установленные без разрешительных документов и не соответствующие внешнему облику города. Также специалисты СЭС проводят постоянный мониторинг всех объектов питания, проверяют постоянно качество питьевой и морской воды, качество продуктов питания для профилактики кишечных заболеваний. В летний период Гагрская центральная больница, я повторюсь, испытывает большую нагрузку, как правило. Для нужд больницы администрацией было приобретено 2 автомобиля скорой помощи. Это линейный автомобиль скорой помощи и реанимобиль на общую сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Для комфорта медицинского персонала и пациентов были отремонтированы несколько отделений ЦРБ, в том числе отделение приемного покоя и реанимационное отделение. Приобретено необходимое оборудование на общую сумму 16 миллионов 19 тысяч рублей. Для больницы? Да. За ваши средства? Да. Хорошо. Из которых 4 миллиона 700 тысяч рублей – это поступившие деньги на спецсчет больницы от неравнодушных предпринимателей Гагарского района. Им большое спасибо, они вообще активно участвуют в жизни нашего района. Также в бюджете зарезервированы еще 3,5 миллиона рублей на продолжение капитального ремонта в центральной больнице. Я думаю, что к концу следующего года мы полностью своими силами отремонтируем нашу больницу. В больнице города Пицунда были заменены окна, отремонтированы и подготовлен кабинет для рентгенооборудования. Минздравом Абхазии Пицунской больнице была передана машина, о которых уже говорилось, тоже линейной скорой помощи. В поликлинике поселка Цандрыш нами была заменена кровля, там была плоха, в плачевном состоянии, на 3 миллиона 200 тысяч рублей. Для комфорта жителей и гостей нашего города в Гаграх идет благоустройство улицы Абазга. Это пешеходная зона в 9 тысяч квадратных метров. Уложена уже тротуарная плитка, заменены бордюры, закуплены. И вот сейчас вот буквально в течение следующей недели начнется установка фонарных столбов освещения. Сумма работ составляет 46 миллионов 947 тысяч рублей. Созданы места отдыха, парковые зоны у центральной набережной совместно с предпринимателями. Для автолюбителей проходят работы по укладке асфальта в городе Гагра. По улице той же Абазга сумма работ составляет 19 миллионов 900 тысяч рублей. В поселке Бзыпта уже завершены работы по укладке асфальта. Сумма составила 16 миллионов 53 тысячи рублей. В поселке Аллахадзе также сейчас ведутся работы на общую сумму почти 15,5 миллионов рублей. Общая сумма всех работ составила 51 миллион 82 тысячи рублей. Также мы ведем работы по благоустройству и продолжению набережной Приморского парка от колоннады к реке Гагрипш. Это замена канализационных сетей, водосетей, замена тротуарной плитки, установка новых фонарей освещения. Промежуток 840 метров. Таймураз Владимирович уже озвучил, что в городе у нас открылась водолечебница. Собственником является Амра Интернешнл. Пропускная способность у меня чуть другая была в советское время, данные чуть другие. Это, порядка 1000 человек в сутки. На сегодняшний день она функционирует еще не в полном объеме. Также имеется широкий спектр медицинских услуг. И вот буквально на днях у нас еще открылся в городе дельфинарий. Он частный, но тоже очень сильно привлекает туристов. В городе Пицунда за счет бюджетных средств Гагарского района и финансовой помощи РУП ОПК Пицунда произведена работа по укладке тротуарной плитки по улицам Агрба и Кипарисовая аллея общей площадью 3000 квадратных метров. Гаражи спецтехники пополнились несколькими единицами. Это мини-погрузчик для строительных работ, мини-трактор для работ по благоустройству, грузовик для уборки городских территорий и мусороуборочная техника, о которой я уже говорил. Гудаутский район является одним из курортных районов, на территории которого расположены два основных туристических объекта. Это Ритинский реликторный национальный парк и Новоафонская пещера. В районе два города, город Гудаут и Новый Афон.
являющиеся самыми посещаемыми и востребованными городами для туристов. 8 сел из 20 расположены в прибрежной зоне. Во всех этих селах расположены как большие, так и малые частные гостиницы. С каждым годом число туристов, отдыхающих в сельской местности, увеличивается. На территории Гудаутского района функционирует всего, независимо от формы собственности, 148 субъектов средств размещения с номерным фондом 2878 на 5914 койко-мест. В районе начал функционировать объект курортной сферы базы отдыха «Апсны» с номерным фондом 200 на 400 койко-мест. На данном объекте будет трудоустроено 150 человек со средней месячной заработной платой 15 тысяч рублей. Идет восстановление крупного объекта санаторно-курортного комплекса тургостиница «Турист» с номерным фондом 350 на 700 койко-мест и количество служащих персонала 60 человек. В районе в текущем году открыт ООО «Абхазский национальный парк Апсны-2020», туристическая деревня. Данный объект расположен в селе Мгудзырха на площади 77 га. Основной вид деятельности предприятия, деятельность музея, а также в сферу интересов входит деятельность в области художественного творчества, экскурсионное обслуживание, организация и проведение развлекательных мероприятий. Вся деятельность Абхазского национального парка Апсна-2020 направлена на пропагандирование и укрепление национального достояния Абхазии. Ожидается, что количество рабочих мест ООО «Абхазский национальный парк» Апсна превысит 100 человек. Также открыт и готов к приему туристов еще один туристический маршрут – парк Львов Прайд, расположенный в село Приморское Гудаутского района. Самым популярным местами посещения туристов остаются Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера. На 1.06.22 года Новоафонскую пещеру посетило 53 тысячи туристов. Рицинский реликтовый национальный парк посетило 98 тысяч туристов. Это на 1.06.22 года. Общая сумма выручки объектов на 1.06.22 года составила 78 миллионов рублей. На этот же период прошлого года общая сумма составила 83 миллиона рублей. Администрацией Гудаутского района усиленно проводятся работы по благоустройству района, приведены пляжные зоны в надлежащий вид, приведение пляжных зон в надлежащий вид, расчистка городских пляжей от мусора, установка новых душевых кабинок, установка оградительных буев на водной территории, ограничивающей заплыв людей. Проведен субботник с привлечением организаций школ и жителей района. С сотрудниками Гудаутского РОВД ведется активная подготовка к летнему курортному сезону. Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности туристов во время летнего курортного сезона. Организованы мобильные передвижные группы для усиленного патрулирования в местах массового скопления. В администрации Гудаутского района планируется модернизация обзорных видеокамер, установка нового сервера, ремонт существующих и приобретение дополнительно новых камер. Гудаутская санэпидстанция проведена рейдовая проверка совместно с представителями УЖКХ Гудаутского района по вопросу подготовки пляжной зоны. Пляжная зона в районе Центрального парка от мусора очищена, раздевалки установлены. Территория ведомственных пляжей содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Территория очищена, оборудование теневыми навесами, установлены мусорные урны. Отдыхающие обеспечены шезлонгами. Объекты общественного питания в основном сезонные, большинство из них пока не функционируют. По объектам, функционирующим круглогодично, даны предписания по наведению прилегающей территории в надлежащее санитарное состояние. По учреждениям отдыха проводятся подготовительные работы, уборка по необходимости, косметическая, ремонт, очистка территории, уборка пляжной зоны, обновление пляжного оборудования. Теперь начальник железной дороги здесь. Что у нас, какое количество людей перевозим по итогам прошлого года? 335. 335 тысяч человек воспользовались услугами железной дороги? Да, это в оба направления. И Сухум, и на сегодняшний день, каждый день у нас Москва-Сухум, Санкт-Петербург-Сухум. Сколько вагонов?
18 Сухум Москва, Москва Сухум и 20 Санкт-Петербург. А сейчас объемы перевозок грузовые какие? Объемы грузовых перевозок за 5 месяцев 2022 года 6735 вагонов мы перевезли. А в тысячах тонн сколько? 454 тысячи тонн. Если сравнивать с 2021 годом, всего 7 тысяч перевезли вагонов. То есть 3,5 раза. Основной груз какой? Основной уголь. Сколько стоит тариф вагон? 15 500. Когда последний раз поднимали тариф? Вот мы им подняли в этом году. Сколько подняли. зарабатываете в месяц? Сейчас в среднем за 5 месяцев, вот я могу вам озвучить, 114 миллионов. Сколько? 114 миллионов. Это выручка за какой месяц? Это за 5 месяцев. А, всего 114 за 5 месяцев. Но А мы сколько человек за работает на 2021 дороге? а? Сколько человек работает на дороге? 423 человека. Заработная плата какая средняя? Средняя 20 тысяч. Сколько? 20 тысяч, 18. Машинист сколько получает? Машинисты у нас и до 50 тоже получают. Ремонтники сколько получают? До 25 тысяч. Это Сколько? слесаря до 25 тысяч. Значит, подводим, да, итоги нашей сегодняшней встречи. Вот я обратил внимание на то, что практически по всей территории Абхазии, начиная из Псоу и до Очимчири, проводятся работы, связанные с обустройством дорожной инфраструктуры. Идет, значит, очистка территории от мусора, кранируют деревья, вырубают кустарники и так далее. Все это делается через Абхазавтодор, или в этих мероприятиях финансовое участие принимают районы. Как обстоят дела? Все делает автодор, но мы не можем и рассчитываем, и не могли бы это сделать без помощи местных администраций. Это и выбор места, куда складывать мусор. И во многих случаях это элементарная помощь в вывозе мусора. Очень много взаимосвязанных вопросов. Тут у нас с головой в другом проблема. Нет, к сожалению, никакого законодательства. Вот сейчас по поручению Министерства экономики мы представили закон об автомобильных дорогах. Он находится на рассмотрении. Вообще в Абхазии один закон регулирует деятельность вообще в сфере автомобильных дорог. Это закон о дорожном фонде, который тоже не рассматривался, насколько я помню, с 2008 года. Понятно. Не менялся. И постановление кабинета. Нигде нет хозяина. Ни администрации не знают, кто хозяин, и автодор не может на баланс взять в силу многих причин. А в повседневной работе мы постоянно По Сухому, например, без помощи и поддержки администрации города мы не смогли бы убирать. Вот вы видели, наверное, в районе мы сейчас хорошо убрали от Киласурского моста до эстакады. Идем дальше потихоньку. Но если Беслан Федорович не поможет нам с вывозом, у нас нет техники мусоросборочной, у нас нет ничего, что с этим связано. При всех проблемах, о которых он говорил, дотационное у него коммунальное хозяйство. Но без его помощи нам не обойтись. Да. Нанесением дорожной разметки кто занимается? Тоже из средств дорожного фонда заложена статья. Мы посчитали, Аслан Георгиевич, сколько обойдется от Сухума до Псоу. С краевыми вместе. Значит, вот покраска перил мостовых, ограждений тоже вы, да? Тоже Абхазов. Угу. А какой у вас бюджет в этом году? 60 миллионов 800 тысяч, если я не ошибаюсь. Это то, что утверждено на 2022 год. Ну, так, весь дорожный фонд, он 115 миллионов, из них процентов 40-45 уходит на местные дороги, а автодор занимается именно дорогами республиканского значения. На них отведено 60 миллионов, из них порядка 30 миллионов это покраска, ямочный ремонт, который мы тоже сейчас осуществляем, а непосредственно на текущее содержание это каждый день вывозить мусор, ветки, косить траву и так далее, в зависимости от зимнего содержания. А у нас 30 миллионов на весь год. Давайте так. Наверное, присутствующие все согласны с тем, что это очень важная работа. Вносим изменения в бюджет, предусмотреть средства для того, чтобы интенсивно работа продолжилась. По всей территории Абхазии на главной трассе дорожная разметка должна быть нанесена. Это первое. Круглогодично будем вести работы по очистке территории.
кроны деревьев, ветки высохшие, кустарники. Особенно участок, связанный с Псов до Гагры, правая сторона, когда едешь в нашу сторону. Обзор на море должен быть открыт. Сколько там нужно? 7 миллионов. Ну, так, чтобы это была обоснованная цифра, увеличьте им. И чтобы все блестело там. Обзор на море везде открыть. Надо будет приобрести местами гербициды, воспользоваться ими. Приобретайте гербициды, воспользуйтесь ими. Участок, который сыпется, да, там в Гагре, там дорого стоит габионная работа, нет? Дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Но надо тоже посмотреть, посчитать. Можно без габионов пока сетками обойтись. Габионные сетки. Ну да, тоже надо посмотреть. Мои дорогие друзья, все должно быть чисто, хотя бы не богато, но чисто. Теперь пересекаешь нашу границу, выезжаешь из пункта пропуска. Вот первые шаги, справа автобусная остановка, магазины, рыночек. В воскресенье я там был. Я не знаю, чья это территория. И хорошо, что не знаю. Вот в это воскресенье я там буду еще раз. Если что-то будет валяться, мусор какой-то, будете наказаны. Те, кто отвечает за территорию. Ясно все? Гагрцы, Автодор, кто там причастен к этому? То, что я сказал, понятно, запомнили, чтобы обид потом не было. Более того, я говорил об этом, давал поручения. У нас огромное количество разных заведений вдоль трассы. Так или не так? Заправки, магазины, ресторанчики, аптеки, чего только нет. Будьте добры. Я же сказал главам, я же предупреждал вас об этом. Этих товарищей пригласить, и пусть посадят деревья красивые. Начинайте проводить эту акцию. Это надо сделать. И ровно через 3 месяца мы должны увидеть результаты. Каждое утро объезжайте свои территории и своими собственными глазами убеждайтесь в том, что что-то за сутки сделано хорошее. Начальник управления ГАИ здесь. Я бы хотел, чтобы у нас было еще несколько совещаний с твоим участием. У меня такие пожелания есть. Я сейчас не буду говорить больше, чем... Я специально не буду говорить, ты должен понять. Если показатели будут такие, как в прошлом году, то надо будет уже подыскивать вариант, где будете работать дальше. Ясно все? А в этом деле помочь всем министерствам, ведомствам и правительству. Я давал обязательство перед избирателями, что количество погибших в ДТП будет 2 раза уменьшено. Решайте задачу. На уровне правительства задействуйте телевидение, содействуйте ГАИ, содействуйте другие необходимые службы, чистите дороги, сохраняйте жизнь нашим гражданам. Это не такие большие деньги. А вы вносите свои предложения через Министерство внутренних дел. Мы поддержим. Я говорил, еще раз говорю, в отношении сотрудников. Я на этом настаиваю. Собирайте штрафы, будем им возвращать уголовную розыску ему и им. Ясно все? Это считайте, что мое решение принято. У меня хорошая память. А вы новые руководители, опытные. Подписали контракт на то, что будете решать вопросы и проблемы. Решайте. Мы ваши помощники в этом деле. Уважаемый министр по туризму, отслеживайте процессы, которые происходят в отрасли. Изучайте программу, которую мы приняли. Там есть положение, в соответствии с которым к определенным датам у нас должны быть результаты. Время идет, работу надо выполнять. Думайте о том, как развивать отрасль на местах. Обеспечение безопасности Министерства внутренних дел.
Итог прошлого года был удовлетворительным, неплохим. В этом году результаты должны быть еще лучше. Те поручения, которые вы получили сегодня после выступления, должны быть исполнены. Ко мне есть вопросы, уважаемые коллеги? Ко мне вопросов нет. Благодарю за совместную работу. Спасибо.